меня для тебя хорошие новости. Сегодня я покажу тебе десятку крутых игр для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни-сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если скачаешь хоть одну игру. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика... У моего друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Необычная игра с нотками хоррора, похожая на «Как достать соседа», только в 3D. Однажды в далеких средневековьях существовало мрачное и загадочное королевство, где жители жили под крылом злого короля. Но в этой истории есть герой, шутник, чей смех и хитрость были его оружием, и он решил, что настало время взяться за короля и дать ему по заслугам. Он проник в запертый замок, полный тайн и опасностей, чтобы осуществить свой план. На каждом уровне вас ждут новые задания, где ваша остроумность и смекалистость помогут победить. Я бы сказал, что наш герой словно Джокер, но делать я этого не буду. Как попасть в семью лайтов? Братишка, все довольно просто. Подпишись на канал, поставь лайк, а также можешь написать комментарий. И добро пожаловать в нашу дружную семью лайтов. В далеком 2001 году вышла невероятная игра для PlayStation 2. И вот перед нами открывается порт этого легендарного мира. Нам предстоит вжиться в роль Данте, человека, который внутри себя скрывает демона. Основной акцент, конечно же, будет сделан на сражениях с необычными монстрами и демонами. Вам придется молниеносно реагировать на атаки врагов и разрабатывать уникальные тактики. В бою вы сможете использовать как оружие ближнего боя, так и огнестрельное оружие, создавая невероятные комбинации между персонажами. По мере продвижения в игре вы сможете пополнить свой арсенал новым оружием и освоить новые приемы, увеличивая свою силу и способность наносимого урона. Однако вы окунетесь в мир, где реальность смешана с фантазией, и героически сразитесь с опасными существами. Используйте все свои навыки и способности, чтобы их победить. Одно из оружий, которое вы будете использовать, напоминает знаменитый световой меч. Ну, по крайней мере мне, из Звездных войн. Поэтому можете даже почувствовать себя чуть-чуть джедаем. К особенностям игры можно отнести атмосфера того самого оригинала, большое количество видов оружия и способностей и захватывающая сюжетная линия. Но, к сожалению, пока нету русского языка, а в целом круто, поэтому советую поиграть. Это симулятор оффроуда с открытым миром. В этой игре вы сможете стать водителем, чья задача доставлять груз в разные места. Ваша миссия будет заключаться в перевозке предметов из одного места в другое. Но будьте готовы к тому, что на вашем пути встретятся разные типы местности и препятствий, и вам нужно будет любыми способами с ними справиться. Если вы всегда мечтали научиться водить грузовик, то эта игра специально для вас. Она научит вас всем необходимым навыкам. А если вы сможете преодолеть все эти преграды, то точно достигнете своей цели. При этом не забывайте следить за топливом. Это у нас необычная выживалка, где вам предстоит исследовать огромный открытый мир, искать полезные вещи и оружие, чтобы справиться с врагами. Вы сможете построить собственное убежище, где можно хранить найденные ресурсы, припасы и снаряжение. Вы сможете развивать новые навыки, набирать опыт и открывать доступ к еще более смертельному оружию. А если объединитесь с другими игроками, то бишь с друзьями, вы сможете сразиться с самыми опасными противниками, но уже вместе. Пройдите испытания выживания и преодолейте все опасности этого жестокого, но увлекательного мира. В игре доступны разные режимы, включая режим Королевская битва. И да, тебе не показалось, она действительно напоминает ту же Rust. Я бы
Обычный шутер от первого лица, который перенесет нас на Дикий Запад. Наша цель — отомстить за брата, так что проверьте свое оружие и в бой мочить своих врагов. Самое крутое — это замедление времени, где вам дается буквально пару секунд, чтобы принять решение. При этом игрушка может похвастаться довольно прикольной графикой, парой режимов и всевозможными достижениями. К особенностям игры можно отнести: отлично передана кинематографическая атмосфера Дикого Запада. Однажды в захватывающем мире, полном опасности и загадок, жил Торн, отставной воин с темным прошлым. Его душу мучили кошмары, но судьба решила дать ему шанс найти ответы и спасти давно пропавшую дочь. В игре, которая внешне напоминает старые двухмерные РПГшки, главное внимание уделено парированию и захватывающему динамичному бою. Каждая ошибка может стать наказанием, и вы почувствуете на собственной шкуре, путешествуя по опасному миру. Торн обнаруживает ключи, которые могут пролить свет на тайну исчезновения его дочери, но как далеко он готов зайти, чтобы спасти ее? И весь мир будет зависеть от его решения. Мне понравилось, поэтому советую поиграть. Давай добавим в ролик чуточку ностальгии. Это именно та серия игр, которую все любят. Тут ты найдешь все, что так ценно в качественном шутере. Динамичные сражения, столкновения и даже предательство. Ты играешь за агента спецподразделения, который втянут в мировой заговор. Тебе предстоит разгадать этот загадочный сюжет. В основной части игры ты окажешься в Венеции и Токио, погрузишься в несколько увлекательных глав с разными заданиями. Таким образом, ты столкнешься с ситуациями, где даже нужно будет применять тактику ближнего боя. И это выглядит действительно круто. Если вы никогда не играли в эту игру, то сейчас самое время погрузиться в этот шедевр. Лайк, передай мне привет, прошу. Меня зовут Кирилл. Без проблем. Кириллка, привет тебе. Если вы когда-нибудь задумывались, каково быть оленем, то это не та игра, которую вы ищете, потому что тут предлагается один из самых причудливых геймплеев, что совершенно необычно. Вы управляете оленем с уникальными способностями. Он может не только пинать и бегать, водить машину, использовать оружие, играть в настольные игры, играть в баскетбол и даже гипнотизировать людей. Идея проста. Исследуйте большой город, полный самых разных отсылок, возможность играть так, как вам захочется, развлекаясь или разрушая город до последнего камня. Если вызванный вашим оленем уровень бедствия достигнет критической точки, на вашем пути встанет охрана порядка, но и полиция тут нестандартная. В целом очень необычно, и именно поэтому советую поиграть. Ощущайте усталость от шума и суеты городской жизни. Представьте себе путешествие в деревню, где вам откроется возможность превратить заброшенные поля в процветающую ферму. Здесь вы сможете заниматься земледелием, выращивать растения и заводить животных. Но отдых не ограничивается только фермерством. Вы сможете расслабиться у живописного пруда, взять удочку и отправиться на рыбалку. А может быть, даже отправиться на захватывающую охоту за крабами. А если вам хочется больше волнения, то вас ждут захватывающие приключения, разделенные с местными жителями. Они предложат вам увлекательные задания, позволят вам исследовать таинственные пещеры и обнаружить в них немало опасностей. Поэтому старайтесь быть осторожными. Так что если вы ищете отдых от городской суеты, погрузитесь в эту невероятную историю и станьте настоящим фермером. Праздник для тех, кто хотел нечто похожее на No Man's Sky. На самом далеком краю галактики, среди бескрайних просторов, открывается невероятный мир. Это мир полной свободы, где можно строить, творить и выживать. Здесь вас ждут загадочные планеты, каждая со своей уникальной атмосферой. Вы отправитесь в захватывающее космическое путешествие в поисках новых миров и цивилизаций. Ну а на планетах можно и нужно заниматься фермерством, строить дома, крафтить оружие и обмундирование. Нужно добывать еду, выращивать деревья. Тут полная свобода творчества и фантазии. Но будьте осторожны, это не детская песочница. На этих чужих мирах полно враждебных существ, и вам придется сражаться, чтобы защитить себя. Но что может быть лучше, чем создать огромное поселение, где можно собрать других искателей приключений? Вместе вы сможете противостоять нашествию разбойников и других обитателей планеты, объединив свои силы. Да, в этой игре есть возможность играть онлайн и встретить других игроков. И как по мне, она может стать одной из самых лучших песочниц. По крайней мере на мобилку, потому что ничего подобного просто нет.
Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. 7 глава легендарной серии JRPG Final Fantasy, а выглядит очень круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока!